Киргизия готовится к проведению вторых всемирных игр кочевников. Это аналог Олимпиады, который собирает представителей кочевых народностей со всего мира. В этом году участники приедут к берегам Иссык-Куля из 40 стран. Игры охватят 25 состязательных дисциплин, многие из которых по зрелищности не уступают самым экстремальным видам спорта. В этом лично убедился Эдуард Пунигов. Он наблюдал за подготовкой кочевых атлетов. Кок-бору или козлодрание, пожалуй, самая зрелищная и любимая игра в Киргизии. Цель – отобрать тушу у соперников и забросить ее в казан. Играть приезжают даже министры и депутаты. Ломают кости, разбивают носы, теряют зубы. Призовой фонд один на всех. Начиная с обычного барана или там 1000 сомов, может заканчиваться автомобилем. Были такие случаи? Да, были часто такие случаи, когда большой человек широкого размаха делает широкий той, то бывает и в награду автомобили, верблюды, все что угодно. В кок-бору играют по выходным почти в каждом киргизском селе. На предстоящих играх кочевников победа в этой дисциплине будет особенно ценной. Одно из самых древних развлечений – охота с беркутами. У киргизов особое отношение к этой птице. Это не просто добытчик, а настоящий член семьи. Аксакалы говорят, что беркута легко обидеть, но птица обязательно запомнит это и отомстит человеку. Аксакал Эсенболот Шаршембиев – настоящий потомственный беркучи. По всей Киргизии более 100 его учеников. Уже полвека он почти каждый день выходит на охоту. И это при том, что остался без ноги еще в детстве. Беркут может разглядеть мышь с расстояния в 6 километров. На этих кадрах мы видим охоту на шакала глазами птицы. Как только жертва обнаружена, хищник пикирует на землю со скоростью 120 километров в час. Оба хищника отделались легкими царапинами, а вот этому беркуту не повезло. Теперь птица не может охотиться. Живут беркуты во дворе прямо под открытым небом. Всегда привязанные или с закрытыми глазами. Тренировки каждый день, чтобы к началу соревнований птицы не потеряли форму. Стрельба из лука – еще одна важнейшая дисциплина игр кочевников. Раньше таким способом в горах охотились на козерогов. Искусству стрельбы с малых лет учили каждого мальчика. Сын мог, если потянуть лук вот этот и продержать несколько секунд, он считался уже готовым. Ну, как сказать, это у нас, наверное, в крови. Все эти развлечения в древности были не просто играми. Без них кочевые народы бы не выжили. Бывали времена, когда не слезали с лошадей вот годами. И приходилось вот так вот воевать. В таких условиях могли пригодиться только такие навыки суровые. В этом году программа соревнований будет включать 25 дисциплин. Ожидается, что свои команды выставят как минимум 40 стран. Вторые игры кочевников снова проведут на берегу живописного озера Иссык-Куль. Сейчас там полным ходом идет строительство нового ипподрома. Соревнования стартуют уже в сентябре. Эдуард Пунигов, Арман Бадаулетов, Виктор и Инесса Ткаченко. Вести, Киргизия.